Доброе утро! На календаре понедельник, 16 марта. Почти 80% водителей пользуются порталом госуслуг для получения прав, регистрации авто и оплаты дорожных штрафов. Это данные за прошлый год. Популярность сайта растет, ведь с его помощью можно существенно экономить время и деньги. Чтобы забрать права без очередей, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и выбрать удобные дату и время для их получения. Для этого нужно открыть вкладку «Транспорт и вождение» и перейти по ссылке «Получение права на управление транспортным средством». Здесь есть важный момент. Чтобы получить 30% скидку на оплату госпошлины, в графе «Тип получения услуги» нужно выбрать именно пункт «Электронная услуга». Так будущие водители могут заплатить 1400 рублей вместо 2000, а сэкономленные деньги потратить, например, на оформление медицинской справки. После получения прав встает вопрос о покупке личного авто и его регистрации. Регистрируешься, вводишь пароль и просто заполняешь документы, и все. Так происходит. И вот как раз-таки я скоро воспользуюсь услугами, чтобы зарегистрировать авто на госуслугах. Через портал госуслуг водители также могут оплачивать штрафы онлайн без комиссии, а установив мобильное приложение госуслуги, получать уведомления о нарушениях в режиме реального времени. Светло, ухоженно и уютно. Так можно описать деревню Сотниково Мариинско-Посадского района. Во многом это заслуга старосты Олега Яковлева, который на свои деньги благоустраивает родное поселение. Сам он уже давно перебрался в Чебоксары, но несколько раз в неделю приезжает в деревню. Говорит, тянет в родные края. Вокруг памятника Победы мужчина установил железный забор, а рядом поставил арт-объект с надписью «Я люблю Сотникова». Все это сделано на собственные деньги, на энтузиазме. Долгое время сельчане добирались до родника окольными путями, пока неравнодушный мужчина не сколотил команду и не построил мост. Олег Яковлев также периодически навещает стариков, организует субботники и волейбольные турниры. Я получаю удовольствие. Когда у меня вот это что-то получается, я радуюсь. И со стороны, когда поддерживает, когда народ, это еще меня вот поднимает дух. У артистов театра юного зрителя на этот год запланирована насыщенная программа. В рамках празднования столетия со дня образования чувашской автономии и 75-летия Великой Победы творческий коллектив будет выезжать на гастроли в регионы, где есть чувашские диаспоры. Недавно артисты побывали в Ульяновской области. В Димитровградском драматическом театре имени Островского показали спектакль на чувашском языке «Щунат Сараща Эмецем». Режиссер постановки «Мечты расправляют крылья» Вячеслав Оринов. Земляки очень тепло приняли работу наших артистов. Сорвав бурные овации в Димитровграде, труппа выехала в Татарстан. Для жителей соседней республики актеры подготовили две постановки – детский спектакль «Морозко» и уже полюбившуюся «Щунат Сараща Эмецем». Артисты пробудут в Татарстане около недели, объедут 6 районов республики, а после отправятся с гастролями в Самарскую область. Разрушаются вот деревни, закрываются дома, люди как-то уезжают, колхозов нету. Вот эта тема затрагивается и очень болезненно воспринимают, очень близко воспринимают зрителей. И с большим удовольствием смотрите. Потом они хотят после спектакля как-то вот с нами пообщаться и еще поговорить на эту тему. Сегодня в 11 утра руководство театра оперы и балета встретится с журналистами, чтобы рассказать о программе 14-го международного балетного фестиваля. Наша съемочная группа тоже примет участие в пресс-конференции и подготовит сюжет о том, что интересного ждет любителей балета в ближайшее время. Следите за сегодняшними выпусками новостей. Ну а у меня на этом все. Всем отличного начала рабочей недели и до завтра.